На территории Якутии активно ведется работа по реализации национальной программы «Жилье и городская среда». Так, в рамках данной программы реализуется республиканская адресная подпрограмма переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. О ходе реализации данной программы сейчас мы расскажем в нашем выпуске. В столице региона самое большое количество аварийных домов. По данной программе ежегодно ключи от новых квартир получает сотни семей. Так, например, жильцов дома по адресу Лонгинова, 29 начали расселять еще в прошлом году. Здесь 18 квартир. Первыми, как положено, были расселены те, кто проживал в этом доме по муниципальному контракту. Осталось расселить еще 13 квартир. Они все собственники жилья. Мы надеемся уже в этом году, что до конца года, как нам сказали, приезжала комиссия, что поквартирно будем получать. Лонгинова 29 признан аварийным 12 марта 2012 года. Данный дом стоит в этапе 2020 года со сроком реализации до конца текущего. Так, по словам специалистов Департамента жилищных отношений города Якутска, до конца этого года в Якутске планируется расселить более 8 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в том числе и этот дом. В действующую республиканскую адресную программу включены 165 многоквартирных домов, которые следует переселить. Данный дом должен переселиться до конца текущего, как я уже сказал. Сегодня на территории города Якутска строятся 3 многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилфонда. Эти дома возводятся по улице Чернышевского, Билибина и в микрорайоне Птицефабрики. Последние застройщики сдадут в августе. Дом готов на 90%. Осталось за малым. Дом 93-квартирный, сдается в конце июля. Сейчас квартира уже на стадии окончания, завершения. Осталось приборы учета ставить. А вот в Горном Улусе 2 многоквартирных дома в рамках данной программы уже сданы раньше сроков. Это было связано с проведением игр Манчары. Дома эти строятся по программе переселения. И по плану, по идее, мы должны были сдать в 3-м квартале, это значит к 1 октября. Тут 2 дома, значит, в одном доме 43 квартиры, в другом 47, итого 90 квартир. Также в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Бердигистяхе строится целый жилой комплекс, который будет сдан в следующем году. Первую сваю установили в этом году в марте месяце. По плану и по графику выполнения работ планируется в 2022 году. Мы строим 7 домов. Все работы ведутся, монолитные работы ведутся. На сегодняшний день мы приняли более 900 где-то кубов бетона приняли. Все 7 домов строятся. Плюс еще у нас насосная станция строится. Всего на территории Горного района порядка 90 аварийных многоквартирных домов. Из них порядка 70 приходится на районный центр. Всего у нас по району свыше 19 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Из них в районном центре селе Бердигистях 16 тысяч квадратных метров. В этом году новоселье также отметят и жители Мегино-Алданского наслега Тампонского района. Здесь в рамках адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда возводится 3-этажный 20-квартирный первый каменный дом. Как отметил глава наслега, муниципальное образование в этой программе участвует с 2014 года. За это время здесь построили 4 многоквартирных дома, куда было переселено 57 семей из аварийного ветхого жилья. У нас общая площадь где-то составляла 2436 квадратов. И с 2020 года у нас ведется строительство 2-го этапа. Соответственно, мы ожидаем получить новые площади 1936 квадратов. Соответственно, сюда будут переселены 29 семей из ветхого жилья. По производственному плану этого дома у нас 4-й квартал 2021 года. Соответственно, уже в октябре месяце мы ожидаем уже ввода этого объекта. А вот в Намском Улусе в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году ключи от новых квартир получат сразу несколько семей. Так, многоквартирный каменный дом строится в небольшом селе Едейцы. Это 2-й по счету объект, который здесь возводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В данном объекте у нас работает субподрядчик ООО «Градостроитель». Сейчас контур у нас закончен, начинаются внутренние отделочные работы.
И в эти дни уже начинают электрику, сантехнику, отопление, ну и кровлю. В новую квартиру уже в октябре заселятся 37 человек, а между тем в соседнем селе также строится новый 20-квартирный каменный дом. Там в доме уже переселяться будут 20 семей. Да, у нас 20 квартир будет. А в целом сколько в наследии аварийных домов и когда программу собираетесь закрыть? Уже на следующий год закрываем, у нас уже все. Аварийных домов нет у нас, многоквартирных. Даже блокированных домов нет. Еще одна многоэтажка строится в селе Партизан. Это будет первый каменный дом в наследии. Объект должны сдать в следующем году. Проект очень хороший, двухэтажный. У нас 9-квартирка будет. В 5 квартирах уже наши жильцы готовятся переселяться. И в следующем году, думаем, в 2022 году уже где-то в 4-м квартале уже выдадим ключи всем жильцам. Данный объект имеет 2 этажа, общая площадь 546 квадратов. Здесь имеется 10 квартир, ну и одна из них будет совмещенная. В этот сезон будет стоять полная коробка с кровлей, с окнами, с дверями, то есть 60% от общей застройки. Также новоселье будут отмечать и жители райцентра села Нам. Сегодня здесь возводятся 2 многоквартирных дома. 2021 и 2022 годы строим 2 дома. По Чернышевского 40-квартирный дом, а по Октябрьская 19-квартирный дом. По плану мы должны 4-й квартал эти 2 дома закончить и переселить жильцов. Это у нас на этот этап получается 6 ветхих домов мы должны переселить. В селе Никольцы также строится 2-квартирный жилой дом. Общая площадь его составит 123 квадратных метра. Также новая многоквартирка строится и в селе Красная Деревня, где ключи от новых квартир получат уже в этом году. Дом представляет собой 4-квартирный дом. Он благоустроенный, с индивидуальными котлами отопления. И 1 подъездный дом на ленточном фундаменте. И вместе с этим новый многоэтажный каменный дом строится в селе Хатырык. Его планируют сдать в следующем году. Вот позади меня строится 10-квартирный дом по программе переселения из аварийного ветхого жилья. Так, подпадает у нас Амосова 20, да, там 12 квартир было. 3 из них получили возмещение деньгами. В этом году уже вводится. Подрядчиком выступает ООО «Прогресс». Организация такая, в Намском еще уже несколько объектов. Стройка началась в этом году и в этом же году заканчивает. В целом, новоселье в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Намском районе в этом году отметят в 5 населенных пунктах. Остальные же дома будут возведены в следующем году. В этом году мы планируем сдать 6-квартирный дом в село Идейце, 2-квартирный жилой дом в село Никольцы, 4-квартирный дом в село Косыл-деревня, и еще 19-квартирный жилой дом в село Намцы, 40-квартирный жилой дом в село Намцы и 17-квартирный жилой дом в Торой-Хомстах. Новые дома строятся не только в вышеуказанных районах Якутии, но и в самых отдаленных. Так, в арктической зоне и других труднодоступных населенных пунктах планируется расселить более 8 тысяч человек в рамках реализации 2-го этапа национального проекта «Жилье и городская среда». Республиканская адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда у нас реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». У нас по плану в этом году ввод 73 многоквартирных домов, из которых уже введены 5. Соответственно, до конца года будет введены 68 домов. В целом, во 2-м этапе реализации программы переселения из аварийного и ветхого жилья сегодня задействованы все 36 муниципальных районов и городских округов республики. По региону в рамках 2-го этапа реализации данной программы планируется расселить более 1 миллиона 150 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2012 по январь 2017, в котором на сегодня проживает более 61 тысяч человек.